Ассаламу алейкум. Алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатух. Да, сегодня я знаю, что у вас есть большой повод, да, свадьба нашего доброго друга. Наш великий добрый друг и брат Аюб Хадж женится сегодня, наконец-то. Расскажите, как происходит свадьба, как происходят подготовки? Вы сейчас сидите в отдельном доме, насколько я не понимаю. Да, подход к свадьбе, к такой мероприятию, она тщательно готовится там заранее, как минимум за месяц. И кто что будет делать, какие там действия каждый должен делать, это все подготавливается заранее. Это очень такое важное мероприятие в ингушском обществе. Вот. Вообще сама свадьба происходит, когда, допустим, жених, кто должен, кто женится, да, он вообще не должен показываться на люди именно во дворе, где свадьба происходит непосредственно. Почему? Он не должен видеться с отцом, с матерью и так далее. Так старые обычаи, традиции, как бы он стесняется. Да, это сделка, по-войнавски, по-ингушски, это как бы этикет, эталон, как должен себя вести там жених и невеста, определенно есть какие-то там критерии, то, что они должны придерживаться. Вот. Невеста, как она приходит в дом, она стоит в углу и в течение всего дня не садится. Она не должна прилюдно садиться там, и там куда-то заводит в соседнюю комнату, где там нету людей, и там, как бы на стол накрывает, как бы сказать, да, чтобы она покушала и так далее. Вот. А жених все это время, в течение всего дня, пока невесту не приведут домой, пока гости не зайдут, то все они в соседнем дворе там, или же у соседей, или же там у знакомого, у родственника по соседству неподалеку, непосредственно где происходит сама свадьба, находятся со своими друзьями, так как сейчас мы можем наблюдать, да, вот стол накрытый, вот друзья собрались, и вот, как бы сказать, веселятся, сидят, вот таким образом проходит мероприятие для жениха. Соответственно, насколько я могу понять, мужчины собираются отдельно от общего числа гостей для того, чтобы веселиться отдельно, если я поняла правильно. Нет, это вы неправильно поняли, да, вот сейчас брат подсказывает. Именно друзья жениха, не непосредственно близкие друзья, там двоюродные братья, там близкие, те, которые с ним, как бы сказать, вообще в близких отношениях, как бы сказать, дружеских отношениях, да, они собираются в отдельном доме, где у нас непосредственно сам жених сидит, да, и все это, они могут также, имеют право заходить туда во двор, в общий двор, где свадьба там играется, и обратно возвращаться к нему. А жених не имеет такого права. Он все время должен здесь находиться, как бы скрываться от общих глаз, там, скажем так, от старших, там, от отца, от братьев, отца там и так далее, старших он скрывается в течение всего этого дня. Почему? Так, Почему? Это, как бы сказать, уважение, то, что он сейчас женится, как бы сказать, стесняется он показываться. Вот третий раз я задаю вопрос, потому что, да, я слышала, что как бы стесняться старшего поколения. Да, он сейчас женится, как бы сказать, так принято. Сейчас не могу там полностью раскрыть этот вопрос, к этому вопросу вообще надо как бы отдельную тему, отдельную программу записать, да, чтобы это было как бы разъяснять это все. А так вот чисто из-за стеснения он там находится в отдельном, скажем так, помещении, в комнате и вообще в другом дворе. А как вот происходит, хотя бы в двух словах, сценарий все-таки свадьбы? Сейчас время 10 часов утра, и как будет проходить свадьба? Свадьба в основном дворе, где непосредственно свадьба играется, в основном дворе там большой чан, мясо там 150 килограмм мяса варится в большом чане, в кастрюле такой большом, на улице, потом обязательно тоже кадр сделаем с ними, это все. Там порядка 150-160 килограмм мяса за один раз, полностью, там, скажем так, целого быка туда мясо рубится, там и как бы закладывается, и она там варится. Мясо варится, баранина отдельно варится, да, подсказывает брат, тоже отдельно варится баранина. Дальше там, приготовление, как вот сейчас вы на столе наблюдаете, да, приготовление всяких салатов, и так далее, торту, не знаю, как это назвать дальше. Вот это все, столы накрываются, и столы уже накрытые стоят, ждут, ожидают прихода гостей. Как только гости появляются, их встречает старший, если, допустим, отец живой, да, жениха, он стоит, отец жениха, там, старшие братья, брат отца, там, старшего, да, старший, младший брат отца, разницы нет. Вот они, как бы представители этого дома, они встречают гостей,
рассаживать их по столам, чтобы никто не ушел, не покушавший, там, не изведавший того, что поставили за стол. Да, за стол, чтобы никто там не ушел, чтобы не сел за стол, там, это самое. Вот таким образом идет наблюдение, чтобы все там покушали, все зашли, сели и так далее. И старший там стоит, принимает гостей, принимает, у нас обычно принято на свадьбе деньги дают, там, ну, смотря по этому, допустим, кто там близкий родственник, там больше дают, дальний родственник, там меньше, ну, как кто может, да, состояние, кто в состоянии сколько дать, дают там денег на свадьбу, ну, в подарок там деньги, да. Тому, кто принимает свадьбу. Как бы принимает свадьбу, повторюсь, опять же, это отец сам жениха, или же старший брат жениха, кого поставили там старшим, вот он принимает свадьбу. Вот таким образом, потом ближе к 10 часам отправляется свадебный кортеж. То есть те машины, там, допустим, минимум от 3 и дальше там машин отправляются для того, чтобы забрать невесту, ну, к этому к двору. Аюб, а у вас невеста, она из этого селения? Нет. А откуда? Из Липцовска. С Липцовска, это далеко? Да, Сунжи, город Сунжи. Сунжи город. Это к скольки тогда, получается, приедет невеста? Ну, где-то порядка там часа полтора не потеряют на дороге. Ну, туда и обратно где-то. Вот. В ингушских свадьбах, вообще в таких общественных мероприятиях принято мясо варить в таких чанах больших. Тут порядка 150-160 килограмм мяса заходит, чисто мясо, без воды. В общем, она будет больше 200 килограмм выходит, вся масса получается. За этим чаном ставится человек, ответственное лицо, который должен полностью отвечать за качество сваренного мяса, за нормирование соли, чтобы соль была там в норме, там все, чтобы в норме, чтобы было все, и мясо было сварено так, как оно должно быть, выглядеть. Вот таким образом, вот этот бульон, он подается как бы в чанах, как соус, да, ее выпивают, и мясо макают туда, когда кушают, ну, как бы сам процесс, да, застолья у нас. Вот, постоянно поддерживается медленный огонь, чтобы мясо было, как бы сказать, теплое, бульон чтобы был теплый. Вот, таким образом, вот этих чанах. На какое же количество гостей ведрами наливается бульон? Бульон, он вообще сейчас заносится в дом и там разливается в пиалки, маленькие в пиалки. Ну, примерно вот этот, скажем так, один чан, он порядка 200 человек может обслужить. Вот именно вот этим чаном 200 человек можно обслужить и мясом, и бульоном. Вот, из-за того, что там количество приглашенных гостей достаточно много, вот вы видите, можете наблюдать, вот в этих маленьких чанах мясо баранина варится, в этих маленьких больших чанах мясо говядина варится. Ну, примерно, если пораскинуть, тут свыше 500 человек приглашенных гостей получается. Ну, как бы. Почему же готовят только мужчины это мясо? Мужчины готовят вообще издревле, когда вот люди жили в горах. Вообще сам смысл варки мяса в таком чане, оно как бы служило таким своим, скажем так, таким моментом общий объединяющий род. Ну, допустим, род Оздоевых, там, род Цуроевых, если мы находимся на свадьбе у Цуроевых, он общеобъединяющий род там, или же племя, или общество такого характера служил, как сказать, таким этим моментом общеобъединяющим. И за варки мяса ставился, ну, как бы, представитель мужского поля, так как он должен быть ответственный, ну, соответственно, мужики более ответственно по природе своей должны быть, как бы сказать, ну, им как бы при создании человека сначала был Адам создан, потом только Ева, да? Поэтому ответственно ставит сюда парня, кто уже неоднократно это все делал, и знает, как это делается там.
соление, как солить ее, какие приправы туда добавлять и так далее. И потом с него спрашивают. Потом он если там, не дай бог, там мясо будет недоварено, или же переварено, или же недосолено, или же пересолено, в любом случае он будет нести ответ за это все. Поэтому женщины занимаются домашними делами, так как это на улице все. Это все происходит на улице, да, там дрова туда закинуть надо, там поджечь это все. Ну, это, как бы сказать, более мужского характера работа, так как тут как бы, процесс такой, нелегкий процесс, да. За это туда ставится, как бы сказать, представитель мужского пола. А женщины занимаются дома, там, приготовлением салатов и так далее, ну, таких, там, скажем так, моментов. Вот, более таких женского характера работы. Почему еще обслуживают свадьбы за столами молодые люди? А молодые люди обслуживают именно парни обслуживают парней, мужиков, мужского пола. Женщины обслуживают женщин. Ну, так как республика мусульманская, исламская республика, как бы то есть разграничение идет там мужского и женского пола, понимаете, да? Из-за этого там обслуживание тоже идет, как бы сказать, по этим критериям. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, пару слов для наших гостей, кто приезжает в республику из Центральной России. Как вообще ингуши встречают Я гостей? могу не только пару слов сказать для наших приезжающих гостей. Ингушский народ, не говорите, пожалуйста, не думайте, что я... Потому что я, ингушка, хвалю своих ингушей. Испокон веков, постоянно гостеприимство, традиция. Старшего считали, младшего жалели. Стол всегда. Бедный народ, страна, нет, хороший президент, нехороший. Стол был вот такой. Потому что там бывал кунак. Кунак – это мужчина, достойный мужчина. Дай Бог нам, без всякой войны, без голода, вот так вот прожить и дальше эту жизнь. И считалось, постоянно на свадьбу выбирали такую девушку, если у него мама хорошая, воспитана, и бабушка. Кровь – это молоко. Нани. Если у нее мать хорошая, девушка должна быть хорошая. Оно так и есть. Так и оправдывается. Дай Бог молодой семье и там, и здесь благополучие, счастье, радости. Дай Бог, чтобы этому парню досталась послушная хозяйка и жена. Что вы для наших гостей, которые собираются приехать в республику, Пожалуйста, вы их приглашаете? Республика Ингушетия, я повторяю, испокон веков, мир существует миллионы лет, гостеприимная была. Даже пусть ко мне в Слепцовскую приедут, для них все готово у меня в моем среднем. То есть вы готовы принять гостей, да? Гостей принять. Все готовы. Я за всех ингушей отвечаю. Они готовы отвечать. Спасибо. Принимать гостей, гостеприимство. Пожалуйста, добро пожаловать. Всех благ вам, спасибо вам. Да. У нас в Республике Ингушетия свадебные мероприятия вот таким образом проходят. Сейчас мы наблюдаем, как машины начинают подъезжать с невестой. Вот в этом черном Мерседесе находится невеста.
сейчас вышел, он за руку держит невесту и забирая ее с отчего дома. Потом за руку держит ее, выводя с машины, уже заводя ее в дом жениха. Сейчас мы находимся уже во дворе дома жениха, когда невеста в дальнейшем должна прожить свою долгую и счастливую жизнь. Сейчас мы наблюдаем эту процессу. Гости начинают футболовать, точнее продолжают футболовать. Женщины спускаются, чтобы посмотреть на невесту. Любопытство. Старейшины вышли после застолья. Тоже наблюдает за процессом выхода невесты. Вот самый эмоционный момент — выход невесты. Невеста выходит с машины. Вот таким образом парень — это близкий родственник жениха, он имеет право взять ее за руку. Вот так вот держит невесту за руку и заводит ее сюда, в дом жениха. Невесту ставит в угол. Все. Невесту ставит в угол. И начинается дальше мероприятие с знакомством с невестой. Она ей говорит: с мигом тебя, моя девушка. По старым обычаям мать жениха откусывает конфетку, половину сама. Потом дает эту же конфету невесте, чтобы у них жизнь совместная в этом доме была сладкая, как конфета. Вот такой обычай. Ассаламу алейкум, как говорится на вашем празднике. Мы сегодня присутствуем на свадьбе, да? Нашего друга Аюба, вот сейчас уже приехал место. Хотели поговорить с старожилами Кавказа, с ингушами коренными такими. Что вы можете сказать? Какие вы? Какие ваши традиции? Что вы можете рассказать о себе, о своем народе? Ну что мы скажем? Что я могу сказать? Вот вы видите нашу свадьбу. Первый раз едет парень, знакомится с девушкой, друг другу знакомятся, потом едут старики, сватают, назначают через месяц день свадьбы. Сегодня поехали косячь. Старики, девушки поехали, везут невесту домой, все родственники собрались, режут скот, мясо, сладости, все, спиртного у нас нет. Вечером молодежь собирается, свадьба, то есть танцы. Танцы будут, да. Днем не будет танцев? Днем не будут, вечером. Старики все разойдутся, молодежь будет веселиться, невеста будет с ними. А здесь присутствует как и жениха, так и невесты? Нет, только жениха. А почему невесты нет? Родственников? У нас обычай такой. А расскажите, что за обычай? Ну, это со стороны их. Вот когда свадьба закончится, через месяц позовут их мужиков.
женщины не будут. Мужиков позовут, приедут все, молодежь их и старики приедут. Посидят, покушают и едут познакомиться. А скажите, пожалуйста, мы знаем, что в Ингушетии тейпы, да, есть семейные фамильные тейпы. Здесь сейчас присутствуют именно участники одного тейпа или раз? Все разные родственники, все родственники. Вот в этом, которые в селе живут, это разницы не имеет. Просто все всем говорят. А так, с других сел, это только родственникам говорят. А как, скажите, вот как живете? Дружно живете? Очень даже. Я смотрю, вы все вот действительно стоите уже 2 часа, наверное, мы здесь наблюдаем. Вы все улыбаетесь, все меняете. Ну, на свадьбе только улыбаются. Ну, большое вам спасибо, удачи вам и побольше, конечно, таких красивых, красочных свадеб. И вам спасибо. Развития мира вашему народу. И вам Хорошего вас. мира. Спасибо. Сейчас мы наблюдаем поздравления гостей, которые пришли, и подарки. Как обычно на индусских свадьбах мужики дарят подарок, деньги. Кто, насколько у кого есть какие возможности. Вот это сейчас мы наблюдаем, это с бородой папа, получается, отец жениха, и он принимает гостей. Он принимает гостей и, соответственно, люди деньги дают. Вот. Заметьте, во дворе только одни мужики. Женщины вот так вот по двору ходить, там к этому старику подходить, деньги дарить, вот этого не положено, не принято. Женщины, поздравления, все это делают маме жениха. И, соответственно, деньги дарят тоже маме жениха. Мужики чисто отцу или старшему брату, кто поставлен за ответственность, за мероприятие данного характера. Вот таким образом у нас